Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем обсуждать очередные новости. Всю неделю в Словении шли дожди, было очень холодно, у нас не было отопления в квартирах, мы замерзали, но к нашей большой радости в пятницу дали отопление, в квартирах потеплело, и сегодня суббота, за окном солнце, и, наконец-то, настроение улучшилось. Наводнение было настолько сильным, реки выходили из берегов. Река Кольпа разлилась так сильно впервые за 70 лет и затопила близлежащие населенные пункты и дороги. 26 сентября произошла утечка газа на Северном потоке-1 и Северном потоке-2. И, конечно же, в Европе и в Словении все обсуждают, почему, из-за чего произошла эта утечка газа. Все эксперты сходятся во мнении, что это была специально совершенная диверсия, но пока точно не знают, кто эту диверсию совершил. Однозначно понятно, что это было совершено на государственном уровне, и это могла сделать только та страна, у которой есть технические возможности. Многие думают, что это дело рук России, а некоторые кивают, как всегда, на Америку. Энергетический и экономический кризис уже наступил, и Словения, как и другие европейские страны, ищет пути выхода из этого кризиса. Сейчас идут переговоры о покупке газа в Алжире и решают, как будут доставлять этот газ до Словении. Идут переговоры о подписании соглашения о взаимовыручке с Хорватией, и подобный договор уже был заключен с Италией. Так что, надеюсь, без тепла и света мы не останемся. В Словении есть своя собственная атомная электростанция Кршко, которая была еще построена во времена Тита, и она до сих пор работает. Но сейчас, к сожалению, пришлось ее закрыть на капитальный ремонт. В рамках капитального ремонта будет выполнено более 4000 мероприятий, которые включают в себя модернизацию и частичную замену ядерного топлива. Планируют закончить капитальные работы в начале ноября. Правительство Словении провело экстренное заседание, на котором приняли поправки в суммах годовых пособий для пенсионеров. И давайте посмотрим, какие пенсии у словенских граждан и на какие годовые пособия они могут рассчитывать. Итак, если у человека пенсия до 600 евро, то годовое пособие составит 455 евро в год. Если пенсия от 600 до 720 евро, годовое пособие составит 315 евро. От 720 до 850 годовое пособие будет составлять 255 евро. Если пенсия от 850 до 1020, пособие 205 евро. И если пенсия выше 1020, годовое пособие будет составлять 145 евро. Эксперты провели анализ базовой продуктовой корзины ритейлеров, которые представлены на словенском рынке. И давайте посмотрим, какие базовые продукты входят в эту продуктовую корзину. В корзине содержится килограмм пшеничной муки, белый хлеб, макаронные изделия, молоко, жидкий йогурт, яблоки, картофель, подсолнечное масло, сахар и десяток яиц, а также 300 граммов сыра, 200 грамм сливочного масла, по килограмму говяжьего, свиного мяса и куриного филе. Победителем по стоимости стал гипермаркет Хофер. В этом гипермаркете данная корзина стоила 40 евро 43 цента. На втором месте гипермаркет Lidl 41 евро 51 цент. На третьем месте гипермаркет Spar 43 евро 41 центов. На четвертом месте Евроспин 43 евро 59 центов.
На пятом месте гипермаркет Туш 43 евро 66 центов. И на последнем месте гипермаркет Меркатор. В нем эта корзина стоит 46 евро 37 центов. Интересно, что разница между самым недорогим гипермаркетом и самым дорогим всего лишь около 6 евро. Обычно я посещаю гипермаркет Хофер или Lidl, если мне надо сразу купить очень много продуктов. Но у нас прямо в соседнем доме находится Меркатор. И туда мы всегда ходим по утрам, либо купить какие-то булочки, либо круассаны, либо молоко. То есть за такими базовыми продуктами мы всегда посещаем Меркатор. Друзья, на этом я заканчиваю новости уходящей недели. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать меня, ставить лайки, подписываться на канал. И до новых встреч. Пока-пока.